Узел или уплотнение в груди, отечность – самые яркие симптомы, которые возникают при образовании рака молочной железы. От опухоли никто не защищен, поэтому, по словам врачей, обследование нужно проходить как минимум раз в год. С этой целью сегодня на территории рынка Сунжи расположились два передвижных маммографа. Каждый может подойти и за 10 минут пройти полное обследование. Лиза Алабиева работает поблизости. Услышав про передвижные медицинские пункты, решила не упускать возможность. Правда, маммография асяхир, тедит, остальное кажется, анализ самодаитела, издала хаинаксу. Девочки, подтянитесь, это для вас все. Я лучше дюалилшун, хадил, чахдол, шаймуг шулларьи. Подвержены риску женщины в возрасте от 40 лет, но не исключена возможность образования опухоли и у молодых. Чаще всего передается по наследству. Проверить свое здоровье решила и Лейла Бейноева. Девушка обучается на медицинском факультете, поэтому редко посещает онколога из-за нехватки времени. Но сегодня у нее появилась отличная возможность за пару минут сделать маммографию и сдать анализы. Сказали, что это абсолютно бесплатно, и мы решили на обеденном перерыве воспользоваться этой возможностью. Подошли, стояли два автобуса, и зашли, и бесплатно абсолютно. И хорошо, что мы зашли. Провели нам все обследования и провели с нами консультацию. Я считаю, что каждый и молодой человек, и взрослый должен проходить эти обследования. Ежегодно в России выявляют около 70 тысяч случаев злокачественной опухоли молочной железы, причем более 40% диагностируются на поздних стадиях. Заболеть могут и мужчины. Примерно 1% всех случаев рака грудной железы приходится на мужской пол. По словам врачей, обнаружить опухоль возможно при самостоятельном обследовании. При своевременном лечении имеет благоприятный исход. Но выявляемость это по маммографии. Мы всех пациентов стараемся направить на маммографию, те, которые у нас состоят на учете, не состоят на учете. И при каких-то малейших изменениях мы стараемся ее дообследовать, на УЗИ направить, на биопсию. В последние годы мероприятия по борьбе с раком стали одним из важнейших направлений работы в сфере здравоохранения региона. На сегодняшний день на учете по раку молочной железы у нас стоят где-то 210-215 человек по раку молочной железы. Со второй стадии, с третьей стадии и редко бывает на четвертой стадии, потому что на четвертой стадии уже это неизбежно не обратиться к врачу. Потому что у пациентки бывает дискомфорт, и всякие выделения, и боли. К сожалению, в нашей республике по поводу рака молочной железы женщины обращаются очень часто. В основном все стесняются или боятся этого диагноза, что им поставят такой диагноз. Ну и мало кто приходит к нам на прием. Мы стараемся выезжать всячески, проводить всякие мероприятия по раку молочной железы, проводить лекции, всякие выездные мероприятия. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках акции «Розовая ленточка». У передвижного маммографа собирается целая очередь. Пройти диагностику хотят как взрослые, так и молодые девушки. Сегодня здесь принимают пациентов врач-онколог, терапевт и медсестры. Цель проведения акции – повышение онконастороженности населения, чтобы они были более бдительны к своему здоровью, проходили диспансеризацию своевременно. В рамках диспансеризации есть возможность у женщин от 40 до 75 лет раз в 2 года бесплатно пройти маммографию, также сдать онкомаркеры. Помогают врачам и волонтеры, которые раздают буклеты прохожим, чтобы как можно больше людей смогли узнать про акцию «Розовая ленточка». Мы раздали сегодня около 40-50 бюллетеней, привлекли женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Призываем всех граждан, чтобы они были бдительны к своему здоровью и раз в год проводили полное обследование. Октябрь – месяц борьбы с раком молочной железы, поэтому передвижные маммографы будут работать и дальше, по выходным с 9 утра возле рынка Сунжа, также после обеда до 9 часов вечера в Центральном парке отдыха города Сунжи. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.